Не случайно мы начинаем съемки нашего фильма в здании Донской государственной публичной библиотеки. Среди писателей, внесших свой значительный вклад в шедевры мировой литературы, очень много татар. Это Габдулла Токай, чей день рождения мы всем татарским миром празднуем в апреле. Это Абдулла Алиш, чьи сказки и стихи мы учим в детстве. Это герой Советского Союза Муса Джалиль и 10 его боевых товарищей, которые внесли неоценимый вклад в поэзию о Великой Отечественной войне, чьи стихи мы учим ежегодно на всемирном конкурсе, проводимом татарским миром «Джалиловские чтения». Мы родом из Сальского района Ростовской области, но наши дедушки и бабушки, они-то вообще из Волгоградской области, из Бахтияровки. А мы уже все здесь родились в Ростовской области. Нас 5 человек. Да, ну мы в семье, папа и мама были же татары. Мы с детства начали разговаривать по-татарски, и татарский язык, конечно, мы знаем. Когда с детства учишь, то он остается на всю жизнь. Поэтому я с детства знаю татарский язык, и его я не забыла. Я приехала после окончания школы в Сальске, приехала в Ростов поступать учиться, вышла замуж, поступила учиться, закончила. У нас родилось 2 детей, 2 сына, появились внучка и внучек. Но мы стараемся, конечно, чтобы они тоже поддерживали традиции татарские. Ходим на мероприятия, которые организует наша династия. Сабантуи посещаем, концерты из Казани или из Башкортостана. Всем нам это очень нравится. Песни, татарские танцы. Все это очень здорово, поднимает настроение. Просто замечательно. Почаще бы это было. Ну, мы татары, мы все одной нации. Какая разница, кто где живет? Мы всегда чувствуем друг друга. Ну, встретишь татарина, это как родственник твой. Всегда у нас был самовар, и даже 2 самовара. И всегда мне говорили, что чай из самовара вкуснее, чем просто чай из чайника. И пили по несколько чашек. Очень. И с конфетами, и с вареньем, и с медом, и чечили, и белешляр. Все. Ну, это я уже так говорю. В общем, стол был, конечно, для чая богатый. Мои родители приехали в Ростов-на-Дону на работу на завод «Россельмаш». Я родилась в Ростове-на-Дону. Сыновья мои родились в Ростове-на-Дону, Дамир и Рифат. 2 внука, Ильдарчик и Самирчик. Получается, мы уже коренные ростовчане. Несмотря на то, что мы находимся далеко от Татарстана, мы чтим традиции, изучаем язык и гордимся, что мы татары. Хотел бы отметить важную роль татарского народа в развитии российского государства. Татары проявляли себя и в Отечественной войне 12 года, и во Второй мировой войне. И то, что мы живем на Дону, в многонациональном субъекте Российской Федерации, и сохраняем свою национальную самоидентичность, помогает всем нам вместе строить единую российскую нацию. Biz ikimiz de Biktau rayonunda, Tatarstan'ın Bikmatur rayonunda tuğup üstek. Benim irim harbi kişi. Şuna göre hizmet etirge 88 yılını Rostov'a kelip yaşay başladık. Bizim 2 balabız var. Onlar indi zurlar. Onların özlerinin balaları var. İş anığımız var. Kızlar barısı da. Mında yaktaşlarını görüp, bik şatlanıp, birge мероприятияларда катнашып, сабан туйларында катнашып, шулай бергә яшәп торабыз әлегә. Без үзебез Казан ягыннан. Ул Мишәрләр, Астрахань татарлары, Пенза татарлары дигән безнең уйда андай уйлар юк безнең. Безнең өчен бөтенесе татар. Милли татар. Без милләтебез безнең татар. Ул Казан татарыма, Астрахань Себер татарыма безнең өчен бер. Без бөтенебез татар. Onun için bunda kilip Rostov'da Mişer tatarıma, Kazan tatarıma deyip жүрмейбіз. Bütünümüzü bir Sabantuyda, bütün мероприятияларда uyuşturup katlaşıp geliriz. Jırlap, biyip, çeçekler asap, ispişmaklar asap. Şunday көңіл етіп, біргелеп, мұнda yaşayız еңімін ашпайды. Мен 2 тапкыр катнаштым. Татарча диктантта 2 тапкырда мен 5 оценкасы алдым. Аңа бик шатланам.
Быйыл килә алмадык коронавирус аркасында. Диктант дигәндә диктант ул бик кирәк ул. Менә без инде хәзер олы яшькә кердек. Менә ул кирәк яшьләр өчен. Яшьләр диктант язып, үзләренең татарча белемнәрен үстерәләр. Литературны безнең татар телен күбрәк беләләр. Шуның өчен аны бер генә тапкыр түгел елга 4 тапкыр үткәрергә кирәк. Бөтен яшьләрне җыеп, безнең өчен без үзебез татар телен дә өйрәндек. Менә аларга хәзер өйрәнергә кирәк. Шуның өчен күбрәк бирсәк, диктантларны, аларны оештырып, диктантлар түгел, әдәби кружоклар да кирәк. Хата ясыйбыз дип курыкмасыннар. Ие. Рәхәтләнеп язсыннар. Монда бит эш хатада түгел, оценкада түгел. Монда катнашу. Бергә татарлар бергә очрашып, шундай матур мероприятиедә очрашып, шунсы мөһим. Ул бит монда гына калмаган. Ул бит безнең Казан теле литературный тел булгачтан, ул Габдулла Тукайның әйткән сүзләре, аның язган шигырьләре безнең өчен ул бик мөхәммәт. Шуның өчен менә бөтен яшьләр, бөтен Ростовта торган татарлар шуны белеп, үзләренчә безнең татар телендәге шул шигырьләрне сөйләп, биеп, особенно яшьләр, ул бик яхшы булыр ул. Шуның өчен теләгебез дә бар. Күбрәк шундый күңелләрне үткәреп, яшьләрне күбрәк җыеп, аларны монда ничектер җагыштырырга кирәк. Хәзер бит яшьләр бик динарга Яратмыйлар. Вот. Шулай күбрәк эшләп барырга кирәк яшьләр арасында. Без киләбез. Безгә очрашу үзе бер мәгълүм. Менә яшьләр килүе, аларга менә ниндидер сәбәп кирәк алар килсен өчен. Я родом из Казахстана, город Байконур. Моя мама коренная ростовчанка, татарочка. Соответственно, я тоже наполовину татарка. Долгое время я вместе с семьей прожила в Краснодаре, если быть точнее, 6 лет. И сейчас, спустя это время, я очень рада быть здесь. Здесь я сейчас учусь. И для меня Ростовская область и вообще Ростов – это особое место, поскольку это родина не только моей мамы, но и моих предков по ее линии. Поэтому здесь я чувствую особенный подъем, особенную связь со своими корнями, и это придает мне сил делать новые дела каждый день. Потому что я татарка, вне зависимости от того, где бы я ни находилась, будь то Байконур, Краснодар, Ростов, я чувствую себя одинаково комфортно, поскольку я говорю на родном языке, я впитываю родную культуру, и то, и другое я могу передать своим детям. И призываю вас к этому же. Берья Вулсон. Я родом из Башкирии, из города Октябрьского. Там родились и жили мои родители, родители моей жены. Поступил учиться в военное летное училище, успешно закончил, и после училища Борисоглебского был направлен на службу в Батайский полк, где я учил курсантов, обучал летать, и до 91 года. Меня радует то, что нашлись люди, которые организовали, создали это татарское общество в Ростове-на-Дону, в Ростовской области. И когда я пришел, был очень рад увидеть своих, так скажем, земляков, татар, которые не только земляки, а просто по национальности, как говорится, родные люди. И меня очень вдохновило, и тем более еще на собрании меня выбрали председателем правления. И я 5 лет руководил татарским обществом. Что я скажу? Конечно, общество большое, татар много в Ростове-на-Дону. Самое главное, все эти татары, они одним духом хотят сохранить свою нацию, свой язык, свои традиции. Я коренной ростовчанин, проживающий на Донской земле. Занимаюсь общественной деятельностью с 2009 года по сохранению и развитию родного языка, культуры, этноса. На Донской земле проживают более 150 культур, национальностей. Мы все стараемся жить в мире, в дружбе, в согласии. У нас это получается. И с гордостью я могу сказать, что мы живем дружно, радостно.
У меня есть многочисленная, межнациональная, дружная семья. И я этим горжусь. Тумышыбыз белән Татарстан Республикасыннан булсак та, без инде бүген илебезнең көньяк баш каласы Ростов-Дон шәһәрендә яшибез. 2021 елда булачак халык алдын санын алуда катнашырга барыгызны да өндибез һәм чакырабыз. Татар телебезне, динебезне, халкыбызның үз кыйммәтләрен югалтмаска һәм дә инде киләчәктә халкыбызның сан ягыннан да, һәм дә инде мөгалләмә ягыннан да, дин ягыннан да үстерергә барыгызны да чакырабыз. 2021 елда булачак халык санын алу исәбе бу безнең өчен зур мөмкинчелек, һәм дә инде без анда һәммәбез дә кайда гына яшәсәк тә, кайсы илдән килсәк тә, кайсы төбәктән булсак та, без татарлар, без татар балалары, туган телебез татар теле дип язылырга тиешбез. В городе Ростове-на-Дону осуществляет деятельность 20 национально-культурных объединений. Всего в городе зарегистрировано и проживает 150 национальностей, представители которых организуют свои объединения. Одно из них, наиболее авторитетное, наиболее активное на сегодняшний день, это татаро-башкирский культурный центр Якташлар. Сегодня их деятельность направлена на сохранение национальной культуры, традиций, языка. И они действительно вносят большой вклад сегодня в гармонизацию межнациональных отношений в нашем многонациональном городе. В основном, конечно, деятельность направлена на духовное патриотическое воспитание молодежи. Тесно взаимодействуют с администрацией города Ростова-на-Дону. И горожане очень любят и знают это объединение, и в том числе ежегодно проводимый праздник Сабантуй. Он объединяет представителей не только татар и башкир, а в том числе и представителей разных национальностей. Это один из факторов стабильности наших гармоничных межнациональных отношений в городе Ростове-на-Дону. Веселый праздник, очень большое количество детей принимает участие. На сегодняшний день татарской общиной проводится ряд еще мероприятий подобных. Организована деятельность воскресной школы, изучается татарский язык. Учитывая то, что на сегодняшний день снижается численность татар, проживающих в городе Ростове-на-Дону, активизировалась, наверное, в связи с этим в том числе и деятельность этого культурного центра. Молодежь привлекается к участию в мероприятиях, всех мероприятий, в том числе в этом году могу вот так навскидку вспомнить. Это и субботник, который провели на кладбище по уборке, по расчистке территории нашего старого татарского кладбища. И то, что там принимает участие молодежь, наверное, это и говорит о том, что не забыты традиции, не забыты люди. Развивается культура татарская, изучаются татарские танцы. А в прошлом году состоялся огромное, грандиозное мероприятие, это кинофестиваль. Впервые в городе Ростове-на-Дону был проведен фестиваль татарского кино. В прошлом же году был проведен фестиваль татарской музыки, где потрясающее мероприятие, где был полный зал, в том числе представители всех национальностей. И, естественно, изучая культуру друг друга, изучая традиции друг друга, мы, конечно, сохраняем тем самым стабильные межнациональные отношения в городе Ростове-на-Дону. Действительно, в этом году ситуация несколько осложнилась в связи с ограничительными мероприятиями из-за коронавируса. Сложная ситуация. Ряд мероприятий проводились в онлайн-режиме. Конечно, нет такого охвата людей. К сожалению, в этом году у нас не прошел наш любимый праздник Сабантуй. Но мы знаем, что татарская община к нему готовилась, что в следующем году это будет грандиозное мероприятие, которое порадует нас, всех жителей города Ростова-на-Дону. И еще примечательно, что в этом мероприятии участвуют не только татары города Ростова-на-Дону, а приезжают представители и из Татарстана, и из других регионов России, представители татарских организаций. Опять это говорит об активности, об открытости нашего Якташлара, о том, что мы готовы вместе работать, вместе сотрудничать. Якташлар, они непременные участники, помощники администрации города Ростова-на-Дону, активно участвуют в наших мероприятиях. Наш любимый Ростов многонациональный, где все жители города могут познакомиться и с татарской культурой, и с песнями, и с танцами, в том числе с блюдами национальной татарской кухни. Творческой работы вам, плодотворной работы. Желаю, чтобы ваше объединение росло по численности. Я знаю, что в этом году вам предоставлено помещение, которое действительно поможет вам как в проведении
середине вашей работы. Ну и ждем вас на наших мероприятиях и надеемся на нашу совместную работу. Татарская община Ростовской области одна из самых организованных, сильных, авторитетных на территории области. В целом по переписи 2010 года, свежие данных пока нет, будут в следующем году. У нас проживает порядка 14 тысяч татар, ну в реальности их, понятно, больше. Уже который год функционирует общество, в этом году оно расширилось. Я говорю про Якташлар, да, наших коллег, которые входят в состав консультативного совета при губернаторе, ведет активную гражданскую позицию, занимает, ведут активную работу. Вот. Прежде всего нужно сказать, что работа направлена на сохранение культуры, языка. Вот. Помимо этого активно участвуют в социально ориентированной деятельности, ну, участвуют в наших проектах, реализуют социально значимые проекты. Кроме того, также плотно сотрудничают с отделом по вопросам межнациональных отношений. Ежегодно мы проводим мероприятие «Сабантуй». В этом году планировали южный Сабантуй большой, но я надеюсь, в будущем году мы это дело реализуем из-за всех этих пандемийных мероприятий, ограничительных мероприятий. Помимо этого участвуют в патриотическом воспитании, участвуют в поисковой деятельности. Также община у нас имеет второе крыло, то есть община у нас состоит из двух крыльев, татарского и башкирского. И вот оба крыла активно ведут волонтерскую работу, активно занимаются поисковой деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи. Ну, каждый год, насколько я в курсе, они проводят диктант татарский по татарскому языку, активно участвуют в этнологическом нашем диктанте, который область проводит. Ну и в целом можно только положительно охарактеризовать. Вот, деятельность активна, интересна. Ну, в целом, наверное, только позитивные слова, конструктивное сотрудничество и успехов нам в перспективе, в будущие года. Я 1946 года рождения, 1 июля. Родился в Ростове. Предки мои с Пензенской области. Период таких был годов очень тяжелых в России, как мне рассказывали. Это 30-е годы. Репрессии были, и они решили переехать в Ростов, собрались и уехали сюда. Жизнь такая слишком суетная, быстрая, некогда людям заниматься. Вот в мечеть не успевает ходить, потому что они работают с утра до вечера, а то и на 2-3 работах работают. Ну, просто людям больше надо внимание уделять духовному воспитанию и своих детей, и с собой заниматься, обращать на это внимание. У нас был знаменитый писатель Габдулла Тукай. Про родину свою написал очень интересно. И он такое слово написал. Има туртел и тугантел, сен минем эткем энкемнің тілі. Бұл дүнияда бик көп нәрсе білдім, сен тугантел арқылы. Через нашу родную речь я познал всего хорошего человека. Сам я из Ульяновска. Раньше была Симбирская губерния, как вы знаете. А вы говорите, татар мало. С нашего с Ульяновска, с Новгорода до Волгограда кругом татарское село, полно татар. И по духовному вопросу там во всех мечети строят. Мечети в каждом селе по 3-4 мечети уже стало. А то, что в Ростове была перепись, молодежь как-то не говорили, что он татарин, говорили русский. Вот оттуда пошло, что-то много скрывали или стеснялись, я не знаю. Радоваться надо, что ты татарин, что ты русский. Различий нет у нас. И Бог один у нас, на всех. Делить мы ничего не делим. Чего так уменьшилось, не знаю. Молодежь особенно не хотят выйти замуж за татарина или за все, или их нету, мало стало, почему, откуда-то у нас стало. Каждый себе живет вроде. Аузбиллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахи рахманир рахим. У нас все дела, все слова начинаются со слов бисмилля, именно Всевышнего. Татарлар, кажется, скрывает скрывать дирамы. Сим татарин, значит, гордись, что ты татарин. Родился там-то, в этих краях, все. Что зависит от нас, надо все говорить правду, естественно. Естественно, когда дырыс сөйлеу керек, өзіңнің татарлығыңа юғатырға ярамай, шатлан кейнен, радуйся, да. Вот так обычно сөйлербіз, якшы иншаллах, все, тамам. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Bütün galamni yoktan bar kılışı, terbiye kılışı, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya hamd sana olup muktavlarımız.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, anın hürmetli gailesine, barlık sahabalarına, kümillerin türünden şıkkan selamlarımız hem salavatlarımız bulsaydı. Allah subhanahu ve teala illerimizge, günlerimizge, yurtlarımızga, meşitlerimizge hayırlı iminlikler, tinçlikler, avrularga hayırlı şifalar, dinsizlikte, tevfiksizlikte, namazsızlıkta yürüyüşlerge Allah subhanahu ve teala tevfik, hidayet, istikametler nasip ve müyesser kılsaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli din kardeşlerim. Я родом из татарского села Средняя Лизань, что находится в Пензенской области. Все мои родные, бабушки, дедушки, отец, мать с этого села. Но всю жизнь я живу в городе Ростове-на-Дону. В эпоху глобализации существует проблема ассимиляции и размытия национальных ценностей. К сожалению, замечаем, что среди молодежи становится все меньше людей, которые являются носителями татарского языка и культуры. Чтобы исправить данное положение, я думаю, необходимо в первую очередь уделить большее внимание воспитанию детей в духе национальных ценностей. Необходимо разговаривать в семье на родном языке, учить детей грамматике, татарской литературе и добрососедскому отношению со всеми людьми, независимо от национальностей. И думаю, в этом случае национальный вопрос пойдет в гору, и количество людей, которые считают себя татарами, будет больше. Слава Всевышнему, у нас в городе Ростове-на-Дону есть татарский культурный центр Якташлар, который занимается возрождением татарской культуры, языка и обычаев. Мой совет всем татарам, которые имеют детей и которые планируют в будущем обзавестись семьей, в первую очередь уделять внимание религии, национальному вопросу, привитию детям любви к своему народу, обучению родному языку и применению его в жизни. В этом случае, думаю, ситуация изменится в лучшую сторону. Родился и вырос в Ростове-на-Дону. Корни из Пензенской области, село Решетино. Постоянно посещаем эти края, чтим традиции, проявляем заботу и уважение своих родных, близких. В связи с этим на постоянной основе посещаем, ездим, проведываем. Уменьшается татарский народ, население, как социум. Ну, причины самые разные. Это смешанные браки, оставление, наверное, языка, забывают свои обычаи, традиции своего татарского народа. Для того, чтобы не забывать, нужно изучать, практиковать, знать свою малую родину, посещать ее периодически по мере возможности, практиковать язык в семье, в первую очередь, со своими родными, близкими, где-то читать книги на своем родном татарском языке, чтобы понимать сам смысл, ценность, обычаи, традиции, вот, и информацию именно почерпнуть, то есть из самых источников, то есть из оригинала, из корней. Үз тіліні сақланарға, үз тарихыны үйреніп қаларға, аны давам етіп сақланарға керек. Біздің әбибуларыбыз үйренген нәрселеріне, білген нәрселеріне өз балаларына, өз онукларына аны тапшырырға тиіш, иншалла. В основном воевали мужчины, в основном воевали. А женщины, которые здесь оставались, они работали в колхозе, своим трудом они помогали фронтам. И здесь с этого хутора много даже вот женщин, которые работали санитарками. Они выносили раненых с боев там, и работали в госпиталях очень много. На этом камне у нас 2 колонки. В одной колонке написаны люди, которые не вернулись с фронтов, а на второй части, которые вернулись с фронтов. Но факт то, что их в живых в данный момент нету. Наш этот хутор, татарский, он по одним рассказам, он основан в 1509 году где-то. Другие говорят, что в 700 каком-то году. Документов нету, фактических нету. Здесь, собственно говоря, это был казачий хутор. Был свой атаман, было свое правление атаманское. Они тут рулили всеми земельными участками. Здесь были земельные участки, давались под каждым строением, было по гектару земли под каждым строением. И плюс тому давали, паи еще давали. По численности
населения в семье. Все 5 человек, значит, 5 паев давал. Приезжал землеустроитель и говорил, что сажать. Сажать проса, ячмень, овес, пшеницу. Остальное, что хотите, а эти злаковые культуры, чтобы обязательно было. И народ работал на земле. Земля была чистая, хутор был чистый, бурьяна нигде не было. Ну, со временем, понимаете, цивилизация загубила этот хутор. Вы посмотрите в любую сторону, везде непонятно, что творится. Везде мусор, везде неухоженно, сверху свалка, одна, вторая, третья. Так что этот хутор превратили, как говорится, в санитарную зону. Потому что люди, которые хотели провести газ, их заставляли там платить немеренные деньги, чтобы узаконить свои дома. Исторически. У нас вот мечеть вот в данный момент стоит сейчас на этом месте, магазин стоит. Медресе сохранилось, но его не возвращают. Почему? Потому что нет документов. Даже сейчас запретили нам захоронение делать на кладбище. Почему? Потому что опять документов. А где документы брать, я не могу сказать. И факт то, что я собирался его узаконить, это кладбище. Они говорят, ну мы сами узаконим. Вот я не знаю, когда это будет, когда этот процесс будет или нет. Насчет памятника. Памятник был построен как раз к 70-летию Великой Отечественной войны. Под шум волны мы это все сделали. Но факт то, что в течение 5 лет они его не брали на баланс. Почему? Потому что у них ответ такой, денег нет, туда-сюда, смотрите сами. В данный момент мы сами это делаем. В этом году досадили вот эти зеленые насаждения. Почему? Потому что город ничего не хочет делать. Ну, депутат, правда, тут он немножко марафет наводит перед каждым праздником. То вот дороги отсыпали, то то все. А вот так вот, в основном, такое, чтобы убирался мусор, и такого нету толком. Приезжает машина, правда, но все равно, видите, неухоженно. Сами жители, факт то, что вот это вот собирали деньги, вот это на зеленку, собирали жители, мне список есть специально, там вот список, сколько денег было собрано и на что потрачено. Это все есть у меня. Почему? Потому что деньги любят счет, и факт то, что я не люблю, чтобы они на меня висели. Потому что, не дай бог, я уйду в иной мир, это большой спрос будет за это. Поэтому я стараюсь, чтобы эти деньги, их, или даже лучше свои, я растрачу, чем чужие. Это все делалось для того, чтобы наши дети, которые вырастут, они хоть немножко поняли, кто тут жил. Даже вот эти вот местные, которые приезжают, тут же в основном татары жили. Потом после войны начали народы другие приезжать. Бежали, кто бежал оттуда, от войны сюда приезжали, кто в колхозе работал. И вот они заполнили этот хутор, где пустовали там земли, они строились дома. И вот сейчас вот кинься, здесь вот 5-6 дворов осталось, коренных татар. Остальные все это уже живут такие люди, приезжие. Дело в том, что даже на улицы были названы в городе, были улица Татарская названа. Она была названа здесь, в городе, и на поселке была. Почему? Потому что завод «Невс» после войны восстанавливали татары. Приезжали с Казани оттуда, с Пензы приезжали, восстанавливали завод Буденный, имени Буденного, в основном татары. И здесь татары работали. Вот мой дядька работал в последнее время, ушел на пенсию, обкатывал электровозы. Тут многие работали, пешком ходили на нас. Вот даже вот Салахов тут, Резванов работал, там Даликов работал. Здесь у нас была школа грамотности. Были люди, которые обучали маленьких детей арабскому языку. В 29 году, когда начали тут колхозы строить, эти все клуб забрали мечеть под амбар сперва, а потом медресе забрали, но они там уже сделали начальную школу. И здесь вот до 4 класса учились дети. А потом уже, когда школы построили в городе, они начали на автобусе их туда возить. И так это здание передали под библиотеку. Сейчас библиотека находится. Рядом пристроили здание, сделали медпункт. Но это медпункт там так и не работает. Библиотека в данный момент работает. В этом году ремонт сделали. Красиво, все прекрасно. Но факт то, что здание... Я с депутатом разговаривал на эту тему. Он говорит, ну вы сделайте доску, сделайте и напишите, что здесь было здание медресе типа. У нас нету преподавателей, чтобы обучать
татарскому языку. Я к Равиле тогда обращался, он мне там привозил книги там какие. Но факт то, что там книги это одно, а факт то, что надо алфавит там какой-то там, чтобы что-то изначально. У нас такого нет. Когда здесь мечеть была, с города приезжали очень много турок. Тут турок много жили, они занимались хлебопекарней. Это не все в основном турки. Они тоже здесь захоронены, некоторые захоронены, а некоторые уехали. Потому что когда начался движение колхозы там строить, там людей начали там загонять кабалу. Дедушку моего посадили. Почему? Потому что он не хотел в колхоз идти. А люди работали на земле и обогащались за счет земли. Ну, в смысле, как обогащались, кормились и налоги платили. Все это было, все прекрасно. Некоторая молодежь уезжает. Вот у нас много уехали. Сейчас в Тюмени там живут, в Москве живут очень много. Уезжает, замуж выходит, заканчивает вузы и по распределению уезжает и не возвращается. Почему? Потому, ну что тут делать? Каждый ищет, как говорится, по своей одежке. Тут многие, даже бабушка уехала к дочке. Почему? Потому что она одна осталась, а смотреть, кто ее будет. Сын не хочет с Тюмени приезжать, дочка не хочет с Петербурга приезжать. И вот она туда поехала к дочке жить. А что ей делать остается? Вот поэтому потихоньку все уходят. Родился в Туркменской АССР, и все мои родственники там. Папа остался лежать там, тетки, бабушки, дедушки. Вот. В 90-х годах, после смерти в 1972 году отца, мама просто захотела переехать поближе в Татарию. Мы переехали вначале в Башкирию, это ж рядом с Татарией, на границе. Разговаривали на татарском языке. Дальше, что произошло, я переехал сюда. Где бы мы ни были, где бы мы ни родились, татары, мы всегда стараемся найти своих, чтобы общаться, праздники проводить, хоронить наших стариков по нашим обычаям. Хотелось бы, чтобы этот хутор получил какое-то дальнейшее развитие. Если посмотреть сзади нас, сзади вас, находится огромная свалка. В 90-х годах она столько много вреда принесла. Многие люди просто умирали здесь, потому что невозможно было находиться в этом постоянном дыме, гарь. Обещали, что от этой свалки мы уйдем, избавимся. Построили завод по переработке мусора. Но проблема-то осталась. Свалка, как видите, есть. Очень много вреда приносит местным жителям. Я думаю, что все-таки нужно начать с того, что пригласить сюда педагогов, чтобы наши дети могли изучать свой язык, знакомить их с культурой. Если этого не будет, это тупиковая ветвь. Все это пропадет, все это забудется. Дети наши ассимилируются с местным населением, перемешаются и поменяют название этого хутора Татарка, и все забудется. Я житель хутора Татарки. Инамова Раиса Хасановна. Но мама у меня ростовская. Она родилась в Ростове. Сама корни из Пензенской области. Вот. Но жила она в Ростове. Замуж вышла, когда за папу сюда переехали. Папа тоже, он родился в Армавире. Но его мама, Амина Бекирова, она родом отсюда. А дедушка Шумры был атаманом. Мой прадед был атаманом здесь когда-то. У мамы были сестры, братья, но они все жили в Ростове. Нас было трое, старший брат, сестра, но они уже давно умерли. Они намного меня старше были. Брат у меня на войне был. 17 лет его взяли. Он там ранили его, и
Он даже там на памятнике есть, вторая группа у него, в руку ранение было, он в разведке служил. И потом уже он с армии пришел, женился тут же на Бекировой и тут же прожил. Тут его сын, он умер, но сын его здесь живет, вот рядом с Ильясом. Где Ильяс, там вот живет мой племянник. Вот это моя единственная родня здесь живет, все. И сестра умерла, но ее дети, две девочки, они в Казани живут. Мы, конечно, перезванимся, я летаю к ним, они прилетают. Но они там замуж вышли, там живут в Казани, у них много детей. У моей племянницы старшей 10 внуков. Разговаривали дома по-татарски, а вышла на улицу порой, и вот так вот получалось. Вот так вот. У меня, помню, эта родственница приходит, к ней девочка, соседка приходит к моей родственнице, девчушке, и говорит: где твоя мама? Она говорит: да она на Мунчу ушла. А что это такое? Да ты что, по-татарски не понимаешь, говорит. В баню пошла. Говорит, на Мунчу пошла. А вот в Казани, вот что мои родственники, которые в Казани, вот племянница, ее дети, они все знают не только татарский, они знают арабский язык, они читают Коран, в совершенстве владеют, выступают на курсе. У нас Сабир и Амир. Сабиру 14, там 13. Вот они ходят на конкурсы, читают Коран, все, намаз читают, все они там соблюдают. Они там живут, коренные жители, одеваются так вот. У меня Гуля одевается так вот по-мусульмански. И все, она читает намаз, читает Коран. У нее 6 детей, она все успевает делать и работает. Это кошмар, когда она все успевает. Ну, если вот мои в Казани, которые живут, у них все такие мусульманские имена. Вот Сабир, там Амир. Это вот все такие имена. А тут нет. То есть даже с имен, получается, идет русификация. Да, да. И тут татар мало, и все девчонки, которые, они все за русских повыходили. То есть татарских именно свадеб не происходит? Нет, потому что и если парень, он женится на русской, она за русского выходит как-то, и тут их совсем сейчас мало. Старые поумирали, а есть какие молодежь разъехались. Ну, в общем, с традициями тут плохо, потому что, людей, там всего осталось несколько семей. Вот Ластоверовы, хоть там у них и корни как-то, вот у Санюшки там отец наполовину русский, но она вот такая вот, она все чтит, все делает, как бабушка и учила. Вот Ластоверова Санюшка там у нас, она Козлова. Потом у нас есть еще Хадича Олейника, хоть муж у нее русский был, она всех по-своему, вот она все соблюдает. Вот у нас вот потом Даликовы, несколько семей всего лишь. Тут негде учиться детям, допустим, учить арабский язык, где, что. Если вот наши там, они ходят, специальная школа, в мечеть, они там читают, они арабский, свободно на арабском говорят, читают все, они там, у них есть где. А тут где? Негде просто. Тут негде этим. Может быть, детей бы и посылали, и учили бы. А где? Все праздники, все, собираемся, то в разных. Потом, вот эти всякие поминки, похороны, все это мы делаем, приглашают. Тут у нас женщина умерла, мы поехали сходить, все, мы втроем там, Альцем. И вот Мафталеева, мы ездили, купали эту женщину, одевали, все делаем как надо, обряд. Все полностью соблюдаем, как все надо. Атам бері өсті, анам бері өсті, әбилерім, бабаларым, тырдық, начар. Не істі сүлерге, мен білім не сүлерге де. Мен сүлесем елымын, мен мұқысам да елымын. Ишлием. Ничего. Где они работали? Завод постоянный магнит ташледем, садик ташледем. Вот кулым блян калдым шлай, инвалид болып 3-й группы. Родной язык вы сохраняете? Вас родители учили, да? Да. А там анам укиды, краннар укиды, утырып краннар китаплар укиды. Без тынны идек, яшьләр идек, акылыбызда юктыр, шөберәнергә.
Татарча укытмадылар, анам укыган татарча, но атам біраз гына сөйлейділер татарча, бірді қалдырмейділер, щоб орысша сөйлесек, отырышып, бізді көнейділер. Сөйлемегіз орысша. Анам атейді, мен аннамем сіздің сөйлегіздің орысша сөйлесегіз, мен аннамем, нарочно атейді. Она енді білейдік, что ол нарочно атейді, что ол не понимала. А то все понимала. Решайды, чтобы без татарча сөйлейік. Әлі суға бакланны, ол сразу жалуются италер. Алар нетерлер, родитель, лишать родительских прав. Сілер ланнар барбыт, укып бак, әретіп бағаларны қазір. Әретмәсін. Какие праздники проводились в хуторе? Барында, Құрбан барямада, рюзасында, рюза таталмебіз, мен таталмем рюза. Рюза татал. Вот шынысы енді бізді, Аллах тәлі, ике дүйня яқшылығын көрсін Ильясыбыз. Кіләдір, укейдір, зарәтләрібізні қалдырмейдір, укамече бір кен қалдырмей. Іште болған кенне келмейдір. Алла саулығын берсін, ике дүйня яқшылығын көрсін. Мәйітләрібізні қалдырмейдір. Что вы хотите пожелать татарам, чтобы не забывали язык? Мен шына атамын. Всегда шлай атам. Укиман качан утрам. Köpme dünya yüzünde Tatar Müslüman ümmeti var. Köpme bala çaga, köpme var. Allah'ını gına unutmasınlar. İki kulların küterip yerteblentirip açsınlar. Allah Teala minnep şeker bu kine mecid kizgeneme deyip. Oşlay etirge gerek. Tırdın yerteble etirge. Allah Teala minnep şeker. Bu kine mecid kizgenene, tınıçtın birgenene şeker edip tırırge gerek. Вот не керек, lanlarını öğretirge. Семья большая, было 9 детей. 3 умерли малыми детьми. А мы росли вот в войну, 6 человек уже осталось нас. Отец ушел и не пришел. Мама одна нас всех выкормила, высмотрела. Годы были тяжелые, как знаете, как всегда. И голод, все перенесли. Слава Богу. Теперь вот одна осталась. Все поумирали. Одна. Сестра в прошлом году вот умерла, вот только год был. Она старше меня, 29-го года была. И 2 брата вот тоже в 2008 году обои умерли. Мама вас учила татарскому языку? По-татарски разговаривали, все по-татарски учила. Молиться учила, посадит нас всех на кровать. И читает молитву. Так, запоминайте. Буду спрашивать. Вот так учили нас. Негде было не учиться, ничего. Тогда уже в школу пошли, подросли, в школу пошли. Вот так и жили. И сейчас так живем. Тоже с внуками. Стараемся разговаривать по-татарски, чтобы понимали, чтобы знали свой язык. Готовите им татарские блюда? Какие Готовим, конечно, особенно по праздникам. А пирамидж, как всегда, по пятницам пирамидж жарим. Татарское блюдо. Азу делаем по-татарски. Ну, что умеем, что осталось от родителей. Праздники всегда справляли. У нас вот еще тогда годы такие были. Ну, нечем было угощать даже. Все равно каких-то пышечек нажарят, и ходят бабушки, и молились, ходили. И в каждом домам. Ну, и сейчас стараемся по возможности, праздники отмечаем, собираем. Старые уже совсем у нас мало. Ну, бывает, что из города приходят. Там же тоже татары есть. Вот, отмечаем, каждый праздник отмечаем, а как же. И детей учим, чтобы умели, чтобы не забывали. Я особенно говорю девчонкам, у меня 2 внучки. Говорю, вот я умру, а вы вообще забудете за все. Нет, говорит, а бешка, йог,
Сен біздер атасың, әр барамны оқытасың. Әр барамны анек біз анытайы кәте. Біз тоже оқытырбыз. Ну, тем яқшы. Мен аннан көремін, нечексіз оқытырсың. Вот, шлай. Живем потихонечку. У нас уже пойти некуда, вот все время жили. Мы раньше вот взрослые уже работали. Мы ездили в мечеть в Ростов по праздникам. Слушали молитву, ездили в мечеть. У меня там сестры жили в мечети. И сейчас двоюродные пооставались там. Но уже я не езжу. Они кое-когда приезжают, тоже времени не хватает. Вот. Вот так и живем. Конечно, хотелось бы, чтобы мечеть была, дети бы учились. Мы ж тоже по-татарски не писать не умеем, не читать не умеем. Вот сейчас я читаю молитвы, но только буквы русские, татарские слова. Ну, чтоб не забывали, детей учим, чтобы Allahsız yeremesiz çıgalar azbardan işke baralar. Nuriye, Bismillah ettin mi? Ettim abi, ettim. Bağız Allahsız açam, anlatmağız Allah Teala'nı. Allah Teala sizni saklar her bir kelle bela kazalardan açam. Ну, вот так вот и живем. Здесь уже нас осталось совсем мало людей татарских. Конечно бы, если была бы мечеть своя, и детей бы водили, и дети бы учились, что-то понимали бы. А пойти некуда. У нас сейчас будет проходить перепись татарского народа. И хочу немножко рассказать о себе. Боль, потому что много с 2010 года очень много ушло татар, и уже нас становится меньше. Хочу рассказать о себе. Я родился в Ростове. Мои родители из Пензы. У меня был брат старший. Он тоже родился в Пензе. Недавно похоронили, уже 2 месяца назад. Он умер. Я начинал свою жизнь уже как бы здесь родился, был маленьким, тоже как все бегал по улицам. Были друзья и русские, и татары, и грузины, и армяне, все были мы дружные. И потом у меня потихонечку началась уже, когда повзрослел, пошел в школу. Где-то с 9 лет я начал заниматься спортом профессионально. Потом пошел уже дальше, к молодежке. По молодежке боролся тоже там и на чемпионате Союза, но там не получалось. Потом повзрослел уже 18 лет. Армия, спортрота. Все получил. И потом уже после армии пришел то же самое, начал заниматься спортом. И моя жизнь практически протекала, это только с ковра домой, с дома на ковер. Меня всегда поддерживали много. Вот я куда бы ни ездил на соревнования в советское время, в Ульяновск, в Мордовию, где очень много находится татар. И даже однофамильцев своих встретил по фамилии. Это очень, конечно, я думал, такая редкая фамилия не может повторяться, но она повторилась. И у меня очень много друзей по всему миру, можно сказать так. И много татар с каждых регионов, где вот Мордовия, Ульяновск, где много башкиров, там в областях у них, Северного края то же самое, с Коми АССР тоже есть там татары, тоже борцы, ребята, оттуда знаю их. И потихонечку мое спортивное достижение стало появляться к самым, можно сказать, вершинам. А вершина спорта заключается в том, когда человек попадает на чемпионат мира или на Олимпийские игры, это считается потолок. Больше же после чемпионата мира и Олимпийских игр больше ничего нет.
выше. Я боролся 15 раз на чемпионатах мира. 3 выиграл, 7 серебра, 3 бронзы. Я шел к этому всю жизнь. Всю жизнь. И вот уже крайний раз, когда я боролся уже в 2015 году, пригласили команду уехать на открытый чемпионат Америки. Я перед этим получил травму и не выступал. Лечил колени, связки были порванные. Ну, потом я собрался, поехал с командой, боролся по 2 версиям. И по вольной, и по греко-римской. Первая была, конечно, греко-римская. Я занимаю там 2-е место, потому что не смог продолжать дальше бой. Мне поломали 2 ребра плавающих. И я снялся, занял 2-е место. Но я понял, что я приехал сюда 12 тысяч километров. И чтобы сняться просто вообще, не бороться уже по вольной, я сам себе сказал, что я буду бороться даже с поломанными ребрами. И на следующий день просто сам себе сделал уколы между ребер новокаином и вышел бороться. И я там, когда дошел до финала, в тяжелом весе боролся, в 130 килограмм. И по греко-римской, и по вольной. Дошел туда, до финала, с американцем боролись. Его имя, как... Забыл его имя. Как там, на «Б». Борьба шла не на жизнь, а на смерть. А почему так? Потому что престиж страны оценивается всегда. В любой, вот когда идут соревнования, престиж, тяжеловесы. И никто не хочет проиграть в тяжелом весе. И я в том числе не хотел проиграть. Борьба была нелегкая, тяжелая была. И я со стороны, когда вот, я знаю, что наша команда только вот русские здесь, и все. Больше я уже как бы, ну, знаю, знакомые там, есть там, как и немцы, мы общаемся так на пальцах. Кто-то за меня переживает, кричит, не Саня давай, Сафиулла кричат. И я что-то понимаю, что это, ну, вот, интонация голоса, что это не русские могут сказать, это только татары могут сказать так. И когда уже я уже выиграл, вышел, и ко мне подошли татары, их было очень много. И я даже не смог с каждым поговорить, даже не посчитал, сколько их там. И когда закончились соревнования, мы все познакомились, подружились, и вот по сей день мы переписываемся, всегда как бы в WhatsApp скидываем новости спорта там или еще что-то такое. Моя спортивная карьера закончилась в 2013 году по приезду с Америки. Я бы ее не закончил бы, если бы не одно «но». У меня нашли рак. И я вспомнил слова тренера. Саня, никогда не сдавайся. Мой тренер мне привил все лучшее мне подарил и дал. Я боролся где-то год, 8 месяцев проходила химия. Победили все, вышел, но врач сказал, все, хватит бороться, подумай о себе. Но я не сложил как бы руки, я хожу постоянно в тренажерный зал, поддерживаю себя, держу форму и держу такую форму, что даже молодой, мне 62 года, исполнится 23 февраля, молодой не сделает то, что сделаю я. Элементарное упражнение. И есть кольца, как гимнастические. Вот на них надо отжаться или простоять 5 минут на кольцах. Никто этого не сделает. Здоровые приходят там качки, там тяжеловесы,
здоровые. Я говорю, ну ты хоть на колечках можешь постоять? Они даже стоять не могут на колечках. Я говорю, так вам по 30 лет, по 25, а мне уже, говорю, 7-й десяток, говорю. По-любому надо иметь силу воли в любом. И если мы не будем, и, скажем, вот наша татарская диаспора уменьшается. А почему уменьшается? Потому что у нас не было негде встречаться. Вот у кого-то спросить, например, да, как здоровье, кто заболел, кому помочь, что нужно. Есть у кого-то родители старые, у меня родителей уже нет, я похоронил их уже. Но у кого-то есть там дитё заболело, что нету денег. Если с каждого собрать даже, скажем, по 1000 рублей, это небольшая сумма, но будет все равно приятно. Поэтому, как бы вот сейчас вот по телевизору смотришь, там люди просят там маленькому ребенку, там, помогите, пожалуйста. Ну, я не знаю, тоже постоянно скидываешь, а куда она идет, никто не знает. Поэтому надо в каждой, например, в каждой диаспоре есть ответственные люди, кто чем занимается, кто узнать, у кого телефон, чтобы были произведены звонки, чтобы мы все друг друга видели, чтобы мы хотя бы, ну, не каждый день встречались, но хотя бы раз в недельку собирались, просто чтобы увидеться, как, что, где, как происходит. Это все как бы не просто так. Надо идти к намеченной цели. Если мы дойдем к намеченной цели, вот если мы соберем, вот когда идет Сабантуй происходит, да, даже русские приходят туда посмотреть, потому что интересно. А некоторые уже, ну, не верят или не ходят, уже как-то, ну, неправильно относятся. Вот надо прививать, как говорят, с молоком матери. Поэтому мы вот эту нить потеряли. Вот надо сейчас ее найти, где этот конец. И потихонечку, я знаю, что сразу все не получится. Надо с чего-то начинать с мелкого. И потом потихонечку, как в борьбе. Пришел молодой маленьким, и вот я пошел по карьерной лестнице. Достиг, ну вот чего мне Аллах дал, того я и достиг. Пускай кто-нибудь попробует больше, кто-нибудь завоюет. Я буду только радоваться за него. Ну и мне как бы вот 29 октября пришло письмо, президент Федерации греко-римской борьбы России Мемиашвили, мне присвоено звание заслуженный мастер спорта. То есть это один татарин в Ростове такой, больше такого нет. Молодому поколению я всегда на Сабантуе говорю, от татаров собирал, когда говорю, где вы все есть, где вы хотя бы ходите в тренажерку. Понимаете, надо элементарно, вот помещение есть, куда прийти можно, это одно. А вот спортзал сделать для молодежи, вот я скажу, вся молодежь будет собираться там. И вот там уже можно говорить. И я вот просто как бы, у меня высшее образование, педагогическое, тренер-преподаватель. Я могу как бы, вот смотрю в тренажерке, как тренера тренируют. Девушка это, или мальчик там, или женщина там, вот гантели, да, вот приседайте вот так, делайте вот это. И я смотрю, это все неправильно. С теорией неправильно. Потому что у них нет никакого образования, и они не знают, как надо. Они знают только, как поднимать правильно, делать, спину прогибать и все остальное. Но это не то все. И у меня был просто один пример. Одна женщина подошла ко мне, профессиональный парикмахер, и говорит, вы можете меня потренировать? Я говорю, я не тренер же здесь. Я говорю, вон тренер. Да нет, мне просто у вас посоветовали, сказали. Ну, говорю, ну давайте, а что у вас? Да у меня колени болят. Вот она у меня ни к одной железке не притронулась. И через 1,5 месяца она мне до сих пор, у нее не болят колени, и она говорит мне большое спасибо. Поэтому здесь надо относиться к этому, к воспитанию молодежи, подходить. Вот кто хочет чего, кто хочет тренажерку заниматься, кто хочет бороться, значит, надо покупать ковер, надо, чтобы на ковре тренировались.
И там я могу показать. И кюряж это кюряж. Потому что, чтобы он боролся, чтобы у него была базовая. Если он хочет по боям без правил, я знаю, кому направить, чтобы он там. Поэтому как бы все взаимосвязано. И молодежи я всегда говорил, приходите, в чем надо, я всегда помогу. Все знают меня, все видели меня, и поэтому все знают мой телефон. Я никогда никому ничего не отказывал. Их туған тел, их матур тел, әткәмен кәмнең теле. Dünyada күп нәрсә белдем, син туған тел аркылы. Dünyada күп нәрсә белдем, син туған тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әбкәм әкият сөйләгән. Аннары төннәр буе әбкәм хикәя сөйләгән.